Умно поступили со мной. И родственники, и все, которые приходили без косинки, без шапки, они приходили. И они меня почти 2-3 дня обрабатывали. Вот 2 дня буквально, что он ранен, не только, что он не умер. И я тоже верила, во всем верила, что с Ибрагимом не случится ничего. Но потом, когда уже куда денешься, когда сказали, это такой боль, я никому не хочу желать, ни врагу я не хочу желать такое. Но я мог это выдержать, мне кажется, благодаря Ибрагиму. У него, кроме всего, у него какая-то сила была. Но эта сила еще он никому не говорил. И мне даже неудобно это сейчас говорить, но поскольку вы так спрашиваете, я скажу, благодаря его я, по-моему, это выдержал. Он не успел ничего сделать, по большому счету. Рано ушел, но в потенциале он, я не говорю, даже это не важно там, для человека, там, стал бы он там великим ученым там, или там, политиком или еще кем-то, но самое главное, он был человеком настоящим, кабардинцем, мужчиной. И вот из одной из его основных качеств это надежность была. Это то, что я запомнил хорошо. Он не был поверхностным человеком. И не любил формализма. То есть к любому делу, за которое он брался, он делал основательно. И вот таким же основательным он был вот в отношениях с друзьями. Всегда был надежный. И я запомнил его выражение. Он всегда, когда трудный момент был какой-нибудь там, по молодости, он всегда говорил, прикрыть спину, короче. Это был такой человек, который действительно мог прикрыть спину и никогда бы не подвел. Увлечение его, он был очень, по складу мышления он был философ. Когда даже учились в университете, когда мы там марксизм, ленинизм составляли, штудировали, он уже, по-моему, тогда понимал всю искусственность этой системы и так далее. И он скептически относился и, в общем, не забивал себе голову этим всем. Больше он любил изучать жизнь как бы в натуре, наблюдать любил. И даже после университета, я помню, был такой момент, он исчез где-то на месяц из поля зрения. Его нигде не могли найти, я не мог понять, где он находится. Там. Его не было, хотя мы друзья близкие были. Потом оказалось, что он где-то месяц жил в общежитии среди студентов. И он просто, ему интересно было, молодежь, как наблюдать. С тех пор, когда мы учились, там, какие у нас интересы были, и сейчас какая молодежь. Он наблюдал просто. Он такой был философ, наблюдатель. И он увлекался многими вещами. Этнографией увлекался, чисто и национальное все, кабардинское, фольклор, музыка, история. Это все его увлекало. Потом у него были искания какие-то духовного плана. То есть тогда еще религия как таковой не было, еще там еще перестройки не было, но не было еще мечети, не было этого. Но он сам постоянно искал в этом плане, у него поиски были свои, он как-то своим путем шел. И он, в общем, в отношениях, допустим, на курсе, когда учились, он всегда был такой, рыцарская натура была, девушкам, как он относился всегда, всегда он оказывал внимание, такой он был. Приятно было всегда с ним общаться, приятно было к нему в дом прийти. В общем, человек, когда с какими-то вопросами к нему подходишь, никогда не отказывал, никогда ничего, всегда можно было с ним поговорить обо всем. Учились в одной школе. В первой, он в 4-й чуть-чуть учился, затем он начинал, затем он уже перешел в первую школу. И жили мы тоже неподалеку, в принципе, друг от друга. Как бы с детства знали друг друга. Но особо близкие такие, дружеские, тесные отношения у нас возникли уже в университете, мы оказались на одном курсе. У нас были общие интересы. Аслан тоже наш однокурсник. Мы увлекались историей своего народа, его фольклором, думали о том, что будет с ним, какие перспективы, что нужно делать для этого. И эти вопросы всегда интересовали и увлекали Ибрагима. И вообще, знаете, в памяти, когда думаешь о нем, возникают
разные картинки как бы. Но всегда он представляется таким светлым человеком. Очень светлым, обаятельным, с такой добродушной улыбкой. И, как сказал Аслан, он в самом деле был такой рыцарственный. Вот как вы считаете, если бы он был сейчас жив, кем бы он был? И чем бы он сейчас занимался? Вы очень интересный вопрос задали. Я до сих пор думаю об этом. Что бы делал Ибрагим и как бы он чувствовал себя в нынешней жизни. Вы знаете, человек был очень светлый, и мне до сих пор тяжело представить его кем-то, скажем, в плане там, чиновником или бизнесменом, или он был человек духовного плана. И особенно последние годы он уделил именно духовному поиску. И мне даже как-то не представляется он другим, кроме как в какой-то духовной сфере, возвышенной. Очень приятно, конечно, что наша школа носит его имя. И на его примере, я надеюсь, вот дети будут воспитываться на примерах наших героев, нашего героя. Тем более человека, который там, жил рядом, учился в этой школе. И я думаю, он будет ближе подрастающему поколению. Я помню, как первый раз, когда сообщили, а он был первым, и сказали, что это не военный, не какой-то там, значит, специально подготовленный человек, а это мальчик, который изучал историю, и зов какого-то духа, зов предков, что ли, вот какой-то подтянул его. И я помню, как содрогнулась вся Кабарда. Потом были смерти, ребята многие наши погибли, но вот ибрагимовская, вот эта первая потеря была, вот какая-то она была самая острая, самая, вот, я даже не подберу слова. Как мать, я ж не могу хвалить сына. Но он до того идеальный был, до того чистый был, что даже вот, как вы сказали, ну, весь Кабардино-Балкария, не в том, что Кабардино-Балкария, вот даже из Турции, которые его знали, у них даже трауры были. Вот нам прислали очень много писем, и они высказывают это все. Видимо, что-то нечеловеческое у него было, что-то такое чистое, как колодец он чистый был. О чем он мечтал? Чтобы каждый кабардинец должен был свою вот этот идеал и вот этот национальность, вот этот все, каждой нации по-своему, чтобы было. Вот такое идея у него была. Не в том, что одни кабардинцы, чтобы хорошо жили, чтобы у них все было. Нет, у него была такая идея, что... Интернациональный человек. Да, вот такой он был. Поэтому, мне кажется, у него все и получалось у него. Вот есть у него друзья, ну, я Мирзоева Аслана не считаю его, я считаю как Ибрагима. На место Ибрагима Мирзоев Аслан вот так относится ко мне. И каждое воскресенье приедет, и в день рождения приедет, и в годовщину приедет. Ну, подобие него, мне кажется, и нет человека. Вот так ко мне. Но и другие тоже точно так же. Главное, что у них вот такое незабываемое товарищеское отношение. Вы вместе были в Абхазии и видели, как он погиб. Как это произошло? Это произошло в первом же бою. Тогда погибло 2 кабардинца. Ибрагим Науржанов и Нургали Кануков. Ну, наверное, дело неблагодарное описывать бой, как это все происходило, но, наверное,
в этом была какая-то внутренняя логика в том, что первыми погибшими были эти два молодых парня. Они были лучшими из нас. Я глубоко уверен в этом. Что касается Ибрагима, я недолго был знаком с ним. Я младше его несколько, хотя мы учились на одном факультете. Но нас связывали определенные общие интересы. Я вот повторюсь, наверное, действительно, одной из отличительнейших его черт была то, что он был очень светлым человеком, о чем сказал Альберт. Я помню, даже мама особо выделила его, когда он зашел к нам. Первый раз она спросила меня, кто он, как зовут. Ее очень удивило, она выразилась так: у него детские глаза. И действительно, у него был очень ясный, непосредственный, открытый взгляд. Трудно сказать действительно, чем бы он занимался в жизни сейчас. Сейчас все очень сложно и неоднозначно, но я больше чем уверен, что он нашел бы себя в жизни. Я думаю, что самим своим существованием, может быть, он многим своим друзьям, многим своим близким помог бы тоже жить, быть счастливыми. Он был очень компанейский, дружелюбный человек, но в то же время в нем чувствовалась определенная степень одиночества. Это было не от высокомерия, а от того, что, наверное, он был несколько выше духовно тех, кто его окружал. И не всегда, наверное, мы его понимали. Это сейчас я уже спустя 8 лет могу судить об этом. Но какие-то вещи, которые он со светящимися глазами нам говорил, вызывали у нас иногда даже улыбку, усмешку. Мы не понимали то, что он уже ясно чувствовал, понимал в этой жизни, то, что он уже точно знал, то, во что он верил. Как-то мы все вместе собрались, познакомились в университете, и началась наша такая юношеская дружба, которая со временем перешла в такую и более зрелую, как бы сказать, более серьезные такие отношения, более как, не деловые, а как-то жизненные, может быть, отношения сложились. Это, конечно, да, духовная близость. Ну и, значит, такой момент, он сам любил и пошутить. Такой момент я просто расскажу. Это очень многие ребята помнят и знают. Они, в общем, законы адыгского гостеприимства, они гласили по тем временам. Нам же это все было интересно, это все в школах нигде не преподавалось. Ну и мы решили друг над другом, как и в шутку, и всерьез, проверяя, как мы можем принимать гостей. День, ночь, зима, лето у нас не было. Ну и ребята как-то решили к нему позвонить, предупредить. Мы приходим к тебе, значит, в гости ночью. Он, знаю, не повел ни бровью, как говорится. И, конечно, говорит, двери открыты, я вас жду, собака отпущена. И этим можно было бы все понять. Это бы и как в шутку, и как всерьез. А так, если брать откровенно, конечно, у этого человека не было день, ночь, зима, весна. Он, как и в старые добрые времена, как говорится, никогда не спрашивал, куда. Ему надо было знать, во сколько и где. И этого человека можно было там найти. Вот уже прошло более 8 лет, как не стало Ибрагима. Как вы храните память о нем? У адыгов как-то не принято, насколько я знаю, это даже не этично, говорить в присутствии старших друзей о своих детях. Поэтому я прошу прощения. И как память, это сын Аслана Ибрагим, ну и мой старший сын, это Науркан. Науркан это в честь Науржанова Ибрагима и Канука Нурхали. Это память. И они знают, кто был этот человек, и они могут гордиться им. 15 мая Ибрагиму Науржанову исполнилось бы 35 лет. Вы как-то вспомните о нем в этот день?
Даст Бог. Мы все с детьми думаем, мы соберемся у Зельмы и вспомним, и поговорим, и посидим. Есть о чем поговорить, есть о чем вспомнить. Город Творчели, шахтерский городок, который был в блокаде в самый первый конфликт. И я помню нас, Ибрагима, Аслана и людей, которые нас встречали, которые с надеждой в глазах смотрели на нас. И видно было по Ибрагиму, насколько это волнительно для него, насколько это брало его за душу. И он так и остался предан этому народу. Он выполнил свой долг и перед ними, и перед своим народом. Я думаю, в памяти он останется у нас всегда таким светлым и героическим парнем. Конечно, Ибрагима вам никто не заменит. Конечно. Да, конечно. Но вот Там и слов. он прожил очень короткую жизнь. Очень короткую. Но вот за эту маленькую, короткую жизнь он в очень многих сердцах оставил очень какие-то чистые, благородные чувства. Я думаю, таким мальчиком гордиться могла бы любая мама. Вот скоро у него, значит, как вы сказали, день рождения. У вас вот внуки уже есть. Дай Бог, чтобы вы радость своих внуков, оставшихся, видели долго-долго, и правнуков тоже. Ибрагим умер не вчера и не сегодня, но горе все трепещет и не дает забыть. Но он герой Кавказа, не забудем про него. Ибрагим – любимый мной человек, люблю его я очень. И он, наверное, меня любит. Вот так друг друга любим. Ибрагим любил меня, он видел меня маленьким, не дошел до Дня Святого. Вот так он умер, бедный. Să